нимаи дуюми рӯзи 31 май бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, дабири кулли Созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ Селеста Сауло, роҳбарони ҳайъатҳо ва таҳлилгарону коршиносон ҷаласаи ҷамъбастии нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. Намояндагони форум ва сессияҳои мавзӯӣ, ки давоми 3 рӯз доир шуданд, бо натиҷагирӣ хулосаю паёмҳои ҷаласаю сессияҳоро ба самъи ҳозирин расониданд. Ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қабули соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби Созмони милали муттаҳид муҳиму саривақтӣ ва ба нафъи башарият арзёбӣ шуд. гуфта шуд, ки натиҷаҳои ин конфронс талошҳоро барои қабули тадбирҳои фаврӣ ҷиҳати ҳалли ин мушкили муҳим боз ҳам тақвият мебахшад. таъкид гардид, ки баргузории ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ бо иштироки доираи васеъи ҳайъатҳои ҳукуматҳо, роҳбарону намояндагони созмонҳои ҷаҳонӣ ва коршиносону таҳлилгарон имкон фароҳам овард, ки ҷомеаи ҷаҳон паҳлӯҳои гуногуни мавзӯи обшавии пиряхҳо, аҳамияти ин сарватҳои табиатро барои ҳаёти инсоният дар рӯи замин ва роҳҳои пешгирии обшавии пиряхҳоро мавриди таҳлилу омӯзиши ҳамаҷониба қарор диҳанд. пас аз ҷаласаи ҷамъбастӣ, маросими қабули санадҳои ниҳоии конфронс, эъломияи душанбе, ҳисоботи ҳамраисон ва муроҷиатномаи душанбе баргузор гардид. бо ҳамин нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба анҷом расид. сипас бо иштироки доираи васеъи намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар нишасти матбуотӣ баргузор гардид, ки зимни он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дабири кулли Созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ Селеста Сауло изҳорот доданд. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, завершилась работа международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, организованная правительством Республики Таджикистан в партнерстве с соответствующими агентствами Организации Объединенных Наций при содействии ряда международных партнеров. В течение этих 3 дней здесь, в Душанбе, мы стали свидетелями конструктивного диалога, обмена передовым опытом и научными знаниями, направленными на решение одной из самых насущных экологических проблем современности – стремление таяния ледников. Мы вновь подтвердили, что ледники играют ключевую роль в поддержании глобального экологического баланса, социально-экономического роста и решения проблем, связанных с водными ресурсами. Следует отметить, что структура программы конференции предусматривала проведение 2 пленарных заседаний, 12 тематических сессий, 2 круглых столов высокого уровня, а также предконференционных мероприятий, включая 8 форумов высокого уровня и 17 параллельных мероприятий. Помимо этого, правительством Республики Таджикистан был организован фестиваль ледников с целью повышения осведомленности о важности проблемы таяния ледников и о ценности водных ресурсов как жизненно важного ресурса, бережного отношения к ней и ее сохранения для будущих наших поколений. Прошедшая в рамках конференции международная выставка «Преобразование проблем ледников в решение» была нацелена на повышение осведомленности о сокращении ледников, демонстрации научных исследований, включая освещение последних научных результатов и исследований в области мониторинга ледников, усилий по их сохранению и важнейшей роли ледников в регулировании ресурсов пресной воды, биоразнообразия и глобальных климатических моделей, а также содействия глобальному сотрудничеству и изучения инновационной технологий и решений. Конференция подчеркнула неразрывную связь между сохранением ледников и устойчивым социально-экономическим развитием. Мы обсудили, насколько сохранение ледников необходимо для обеспечения средств к существованию, доступности воды, минимизации связанных с этим опасностей, а также для достижения долгосрочных целей развития уязвимых регионов. Безусловно, в очередной раз Душанбе стал глобальной площадкой обсуждения важных вопросов, связанных с последствиями изменения климата, в частности, таяния ледников, и собрал вокруг себя высокопоставленных представителей государств, членов Организации Объединенных Наций, подразделений ООН,
международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, частного сектора, организаций гражданского сообщества, научных кругов, сообществ, местных органов власти и других заинтересованных сторон. Душанбинская платформа представила возможность для продвижения комплексных подходов и партнерства в области таяния ледников. Мы также стали свидетелями важных национальных и политических заявлений, услышали новые идеи и рекомендации, которые еще раз подтверждают значимость обсуждения принятых мер по сохранению ледников на всех уровнях. Мы убеждены, что итоги этого важного мероприятия внесут достойный вклад в успешном проведении Международного года сохранения ледников 2025 и укрепят наши усилия по принятию срочных мер по решению этой насущной проблемы. Количество и уровень участников конференции, а это более 2600 участников из 90 стран мира, еще раз продемонстрировали важность Душанбинской платформы для обсуждения вопросов, связанных с таянием ледников и их влиянием на водные ресурсы, а также обмена передовым опытом и инновационными решениями, укрепления партнерства между заинтересованными сторонами, повышение роли ледников в устойчивом развитии, повышение осведомленности и мобилизации политической воли для ускорения прогресса в достижении соответствующих целей повестки дня 2030. Важными итогами конференции является принятие Душанбинской декларации и Душанбинского призыв к действиям, который призывает государства-члены ООН и заинтересованные стороны принять необходимые меры по усилению международного сотрудничества, по продвижению и согласованию глобальной повестки дня по сохранению криосферы и ледников. Отрадно отметить, что работа конференции была широко освещена уважаемыми представителями средств массовой информации, благодаря чему широкая аудитория смогла как в Таджикистане, так и за его пределами узнать об этом важном международном мероприятии. Таджикистан, как страна, находящаяся в авангарде этих процессов и глубоко приверженная продвижению водной и климатической повестки дня, готов и впредь прилагать все усилия для достижения наших общих целей. Благодарю за внимание, и, уважаемые представители средств массовой информации, я с большим удовольствием хотел бы передать слово генеральному секретарю Всемирной метеорологической организации госпоже Селесте Саулу. Прошу вас. Большое спасибо, Ваше Превосходительство. Уважаемые журналисты, друзья, для меня большая честь присутствовать на заключительной пресс-конференции Международной конференции по сохранению ледников 2025 года. Я очень благодарна Республике Таджикистан за ее щедрое гостеприимство по отношению к более чем 2000 участников из 90 стран. Я выражаю особую благодарность президенту Эмомали Рахмону за его лидерство и обязательства по сохранению ледников, взятые в рамках данной важной конференции. Мы услышали много статистических данных и множество страстных заявлений об угрозе водной безопасности и экосистемам, а также о риске таких опасностей, как прорывы ледниковых озер, которые теперь угрожают многим странам. Как мы слышали, здесь, в Центральной Азии, 28 тысяч ледников Тяньшаня и Памира отступают с угрожающей скоростью. Это серьезная региональная проблема, поскольку эти ледники питают крупные речные системы. Ледник Ваньчжях, крупнейший в регионе, за последние десятилетия потерял около 45 квадратных километров своей площади. И это эквивалентно льду площадью 6000 футбольных полей во всем мире. И это очень много. Проиллюстрировать угрозу может произошедшая ранее на этой неделе сход ледника в Швейцарии, где располагается Всемирная метеорологическая организация. Но за шокирующими кадрами скрывалось такое послание надежды. Раннее предупреждение и своевременные действия предотвратили гибель людей.
Спасение жизней начинается с раннего выявления рисков, а это требует научно обоснованного прогнозирования и мониторинга. Ранее на этой неделе Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, в котором прогнозируется сохранение рекордных глобальных температур в течение последующих 5 лет. Это означает, что мы продолжим наблюдать рост этих опасностей, связанных с ледниками по причине повышения температуры. Поэтому нам нужно быть готовыми. Из этой конференции можно сделать ряд важных выводов. И я их подчеркну. Именно то, о чем мы говорили, и то, во что мы вовлечены. Первое и самое главное — это сотрудничество. Собрались 90 стран, где имеются ледники, страны без ледников, развитые страны, развивающиеся и наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства. Они собрались вместе для того, чтобы озвучить свою позицию. Нам нужно работать вместе, чтобы сохранить нашу замерзшую воду, общий и драгоценный ресурс. Поэтому я была воодушевлена, увидев силу регионального единства и готовность к сотрудничеству. Я была особенно воодушевлена, услышав о планах Таджикистана по созданию регионального гляциологического центра для лучшего мониторинга и наращивания потенциала в регионе, который будет работать совместно с другими центрами, поддерживаемыми по линии ВМО моей организации. ВМО готова поддержать это важное совместное мероприятие, эту инициативу. Инвестирование в систему наблюдения — это представляет собой инвестирование в будущую устойчивость наций. Во-вторых, улучшенная инфраструктура мониторинга. Согласно базе данных ВМО, по всему миру зарегистрировано около 15 тысяч станций поверхностного мониторинга. Знаете ли вы, сколько их нужно, чтобы охватить этот огромный регион в высоких горах Центральной Азии, особенно на высоте выше 3000 метров? Только 7. Это означает, что у нас есть огромная неопределенность в наших результатах и существенные проблемы в знаниях. Мы должны усилить наши системы мониторинга, ведущие к созданию лучших передовых моделей с комплексным подходом к климату, криосферы и воды. В-третьих, наука должна быть основой для дальнейших действий. Нет единой формулы, но есть одна общая нить. Наука должна быть основой для принятия обоснованных решений по всем вопросам, от планов по снижению риска стихийных бедствий до стратегии управления речными бассейнами. Поэтому мы должны убедиться, что данные являются общими. Это вопрос доверия. И, наконец, нам нужны партнеры по развитию и финансирование агентствам для того, чтобы они встали на ноги и выполняли свои задачи. Сохранение и мониторинг ледников — это сектор, в котором очень мало инвестиций. Поэтому нам нужен более целенаправленный и прозрачный подход, основанный на фактических данных для поощрения инвестиций, в том числе из частного сектора. Дамы и господа, ВМО поддерживает декларацию этой конференции высокого уровня. В этом заявлении подчеркивается роль ВМО в поддержке комплексных систем и служб мониторинга ледников и криосферы, содействии адаптации на основе научных данных и содействии международному сотрудничеству посредством различных инициатив. В заключении я повторю свое вступительное слово. Пусть эта конференция в Душанбе запомнится не только тем, что было сказано в рамках данной конференции, но и тем, что было сделано и достигнуто. Давайте работать над этим. Большое спасибо. Рахмат. Благодарю вас, госпожа Саула. Мы высоко ценим вашу поддержку и вклад в организацию проведения всех мероприятий в рамках конференции. Уважаемые представители средств массовой информации, в завершение хотелось бы поблагодарить всех участников за активное участие. Как я уже сказал, особенно представителей средств массовой информации.
наших партнеров за поддержку, а также Национальный организационный комитет, Международный консультативный комитет и секретариат за проделанную работу для успешного проведения завершившейся конференции. Благодарю всех за внимание. Спасибо.